Жауынгерден бастаймыз. Оның жасы 24-те, оның салмағы 66 келі, бойы 174 сантиметр. Оның жеке рекорды 4-1. Қоян қолтық әскери самбадан әлем чемпионатының жүлдегері, Қырғызстанның чемпионы. Бұл ықылас ынтымақ клубының өкілі Бишкек, Қырғызстан, Әділет Нурматов. А теперь, дамы и господа, представляем вам бойца в синем углу октагона. Ему 28 лет. Его вес 66 килограммов. Его вес 180 сантиметров. Он мастер спорта по ММА, по боевому самбо, чемпион Казахстана по ММА, серебряный призер Кубка мира по ММА, победитель Суперкубка России по ММА, победитель международного турнира TFC 5 в Душанбе. Его личный рекорд 10 побед и 8 поражений. Представитель карагандинского клуба Ермолаев Тим Дмитрий Ермолаев, Казахстан. Мы все правила знаем, не нарушаем. Деклайн будет 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем меня. После команды «Стоп» все действия прекращаем. Все ясно? Покажите достойный бой. Удачи. Скесет. Боец красного угла. Граммов — это гран-при в этой же весовой категории. Әділет Нурматов в красном углу ринга, представляющий город Бишкек, Кыргызстан. Его соперник Дмитрий Ермолаев, представляющий Казахстан, город Караганда. Ему 28 лет, его рост составляет 180 сантиметров. Дмитрий идет на рекорде из 18 проведенных поединков, в которых он одержал 10 побед и потерпел 8 поражений. Вот у Әділета Нурматова, который на 4 года младше своего соперника, рекорд составляет 5 проведенных поединков, в которых он одержал 4 победы и потерпел 1 поражение. Так, друзья, я напомню, что с нами в студии прямого эфира подключился в Шымкенте известный казахстанский спортивный журналист, один из тех ребят, который хорошо владеет ситуацией из мира бокса, мира профессионального бокса, из мира в целом боевых искусств, из мира, наверное, смешанных единоборств. Ерзат Сергазин. Ереке, ассаламу алейкум. Я рад, что вы подключились к нам в прямом студию прямого эфира. Ереке, давайте расскажите в целом впечатления ваши. Вы с самого начала турнира сегодня присутствуете. Сегодня у нас гран-при в этой весовой категории до 66 поединков. У нас рейтинговые поединки. Вы видели, что бойцы из Кыргызстана очень хорошие приехали, закатили яркие поединки. 2 представители из Кыргызстана выиграли сегодня свои бои. Ваше мнение, ваше впечатление о проведенных поединках и вообще удивил ли ваш вот этот уровень бойцов из соседних республик? Валейкум ассалам, Данияр, рахмет. Всем телезрителям добрый день. Сегодня действительно знаменательный день для казахстанского ММА. Славный город Шымкент собрал сильнейших бойцов из ближнего и дальнего зарубежья. Представлены файтеры из многих городов нашей Родины. И все мы наблюдаем захватывающие зрелищные поединки, которые бойцы демонстрируют нам в октагоне. Конечно же, стоит отдать должное организаторам в лице компании Алаш Прайд. Это действительно та компания, которая на протяжении многих лет планомерно развивает ММА в нашей стране. И наверняка после того, как этот зрелищный вид единоборств стал развиваться на территории Казахстана, эту эстафету подхватили и наши добрые соседи, наши братья из Кыргызской республики, а также из Узбекистана, Таджикистана и других государств. Что касается вашего непосредственного вопроса, то, безусловно, бойцы из Кыргызстана являются неуступчивыми противниками, демонстрируют нам
свои морально-волевые качества, и отсутствие мастерства компенсирует именно вот своим рвением, своими волевыми качествами. Конечно же, казахстанцы выглядят предпочтительнее. Этому, наверное, есть объективные причины, поскольку в нашей стране турниры проводятся очень часто. ММА имеет сегодня в нашей стране бурное развитие. И вот сейчас мы наблюдаем, что представитель Караганды Ермолаев не собирается сдаваться представителю Кыргызстана. И вот сейчас очень удобную позицию занимает боец из Кыргызской республики. Но сможет ли выбраться из этого положения уроженец Карагандинской области, пока, конечно же, большой вопрос. Но вот удается ему. Да, только мы задались вопросом, и вот мы видим, что Ермолаев невероятно действует в этом эпизоде, и уже преимущество на стороне представителя нашей страны. Что касается поединков, которые мы имели возможность лицезреть, то, безусловно, бои выдаются жаркими. Видели мы и немало нокаутов. Вот сейчас вновь Ермолаев уступает позицию своему противнику Адлету Нурматову из красного угла. И у Нурматов сейчас, конечно же, не упускает возможности и серии сокрушительных ударов. Да, наверняка сейчас остановит рефери поединок. И Адлет Нурматов, представитель города Бишкек, выигрывает в этом противостоянии у своего соперника из Караганды. Опять же, хотелось бы подчеркнуть очень высокую роль и уровень рефери в октагоне Дауренбека Джакаева, который увидел момент, когда нужно остановить поединок. Все-таки это очень важно — сохранить здоровье бойцу, не дать причинить ему очень больший такой сильный ущерб. Все-таки понимал Дауренбек, что в том положении, в котором сейчас Дмитрий Ермолаев находится, наверняка будет ему тяжело выбраться, потому что Адлет Нурматов пошел на очень хорошее добивание. Как Ерзат сказал, была действительно серия сокрушительных ударов. Это были очень мощные, плотные, четкие удары, которые достигали своей цели. Мы поздравляем Адлета с этой победой, и уже техническая процедура. Ринг-анонсер Ержан Мукаш объявил имя победителя, и